Özbek, Türkmen, Uygur, Tatar, Azer bir boydur. Kara, Kalpak, Kırgız, Kazak bunlar bir soydur. Özbek, Türkmen... В нашей сегодняшней программе мы расскажем вам о великолепном человеке, композиторе, музыканте, искусствоведе, которого многие из вас хорошо знают. Может быть, мы откроем вам один секрет. Наши зрители наверняка в курсе, что генеральным секретарем Тюрксой является Дюсен Касиинов. А знаете ли вы, что он был известным скрипачом? Конечно, нет. Представляем вашему вниманию документальный фильм, присланный Дюсеном Касииновым для передачи «Мост дружбы». Уверены, вам будет приятно смотреть эту программу. А мы, в свою очередь, желаем Дюсену Касиинову здоровья и успехов. Я всегда музыкантам говорю, не теряйте свою профессию. В первую очередь профессия, а потом остальное. А у него и профессия, и созидательный труд для своего казахстанского искусства, для казахов, для его языка, для культуры поднять на мировой уровень, это достойно. А он поднял, между прочим. Он звезда. Я могу смело сказать всем об этом. Нам надо учиться у него многому. Каждое культурное событие он умеет превращать в праздник, всегда в гармонии с собой и окружающим миром. Способен разглядеть талант и ценить прекрасное. Наверное, именно это дает ему силы творить и знакомить мир с казахстанским искусством. До сих пор, когда у меня спрашивают про ваша профессия, я говорю, я музыкант, скрипач. Несмотря на то, что я ректором, министром, в настоящее время дипломат, возглавляю международную организацию. Я музыкант. И после всех моих этих должностей я и останусь быть музыкантом. Больше 12 лет Дюсен Курабаевич занимает пост генерального секретаря международной организации Тюрксой. Его рабочий график расписан поминутно. Вместе с тем генеральный секретарь находит время для любимого занятия – игры на скрипке. Он словно растворяется в музыке, которая беззаветно предана его сердцу. Эту скрипку я приобрел лет 15 назад одного израильского скрипача. Ее так особенно старинной нельзя назвать, поскольку это не 18 века, но все равно из новых итальянцев, уже более поздних веков. Потому что те скрипки, очень уж дорогие. Но хорошие инструменты у нас есть в нашей коллекции, которые в свое время нам удалось, да еще до распада Советского Союза, организовать. Я думаю, наши музыканты благодарны нам за это. Со скрипкой Дюсен Касиинов не расстается с 7 лет. Уже тогда он решил, что станет музыкантом. Одаренный мальчик сразу попал в руки наставников скрипачей мирового класса. Скрипка действительно меня увлекла, и в те годы трудно было достать инструмент, но мама при ее характере сделать из невозможного возможное, она достала инструмент и привела меня в музыкальную школу. Несколько лет талантливый выпускник Алматинской и Московской консерватории провел в Мексике в качестве артиста оркестра филармонии. Он стал первым казахским музыкантом, игравшим на сцене знаменитого Карнеги-холла. Вместе с оркестром Дюсен Касиинов выступал в престижных концертных залах мира. Полученный опыт пригодился по возвращении в родную Алматинскую консерваторию, где вскоре Дюсен Курабаевич становится ректором. За 10 лет он одним из первых создал интернациональные студенческие оркестры,
Организовал фестивали традиционной музыки, международные конференции, зарубежные гастроли. В то время он смотрел глобально вперед. Он смотрел мир, как довести наше искусство, казахское искусство, что знал весь мир, понимаете? А у нас же и скрипачи, виолончелисты, вокалисты, народников. И самое главное, с чего он начал? С народников. Он всегда сказал, наш народ, наши инструменты – это великая классика. Мы должны его показать всему миру. И тогда он открывал консерваторию народной кафедры в Домброве. Сколько противников было, но он это сделал. Открыл менеджерский факультет. Почему? Для будущего нужно. Прихожу в кабинет, а он занимается скрипкой. Он создал квартет консерватории. То, что сейчас вот в Казахстане вот это все его фундаментально возглавлял Бейсен Хурабаевич. Вот сейчас квартет у нас уже они заслуженные деятели, артисты они по всему миру. Это было создано при Бейсен Хурабаевиче. В конце 90-х, будучи ректором, я действительно создал интернациональный оркестр. Он так и назывался Интероркестр 89. Кроме 5 наших республик, я еще и пригласил студентов Свердловской консерватории, чтобы кто-то в этом не узрел, что мы только сами собой, между собой создали оркестр. Ну, вы понимаете, о чем я говорю. Вот. И сделал гастроли. Из Алматы мы выехали тогда в Фрунзе, из Фрунзе Ташкент, из Ташкента Душанбе, и закончили свои гастроли в Туркменистане, в Ашхабаде. Это на территории Советского Союза был первый опыт. Пришлось пройти через все трудности того времени. Интерес был громадный студентов в этих столицах. И большим успехом прошел концерт. Мы воодушевленные вернулись. И после того я понял, что срочно нужно второй раз собирать. И буквально через полгода, уже когда был фестиваль «Алтын алма», на котором родился, на фестивале «Алтын алма» родился «Голос Азии». В рамках фестиваля «Алтын алма». Я был художественный руководитель всего фестиваля. И открытие было на Медео. Тогда уже я собрал студентов всего Советского Союза. Ну вот буквально это было за 1,5 года до распада страны. Но все равно наши музыканты потом долго между собой общались. Наш герой прошел непростой путь от музыканта и педагога до министра культуры. На этом ответственном посту он продвигал масштабный проект «Культурное наследие». Аналогов документу на территории СНГ тогда не было. Это такая серьезная, долгоиграющая программа, то есть она нескончаемая программа, она все время дополняется требованиями времени, она все время дополняется новыми вызовами, она все время дополняется новым видением. Поэтому не могу сказать, что она просто была озвучена, когда я стал, мне действительно выпала большая честь ее дорабатывать и потом представить на суд общественности и руководства. Но в этом было заинтересовано в то время и руководство нашей страны, и президент, и общественные организации. Мало быть скрипачом, надо быть, как вам сказать, еще какую-то жизненную школу пройти. Человеческие отношения очень хорошо нужно знать. Надо какую-то цель, чтобы у тебя была.
надо, чтобы у тебя позиция в первую очередь была государственная. Что ты должен сделать на своем посту для государства, для народа? Вот тогда все это. И не обязательно, чтобы, допустим, министр культуры был человеком из искусства. Должна быть широта взглядов, и хорошее знание истории своей. Türksoy bence Türk dünyası için Тюрксой играет особую роль в деле укрепления сотрудничества между братскими народами. Эта организация одна из крупнейших и авторитетных во всем мире. Большой вклад в развитие Тюрксой вносит Дюсен Касиинов, который руководит ее много лет. Телеканал ТРТ Аваз много рассказывает о тюркской культуре, и мы регулярно освещаем мероприятия, проводимые Тюрксой. Вместе мы реализовали несколько проектов. Я сам был свидетелем того, как Дюсен Курабаевич трудится, не покладая рук. Он одна из значимых и уважаемых фигур в тюркском мире. en başarılı kültür kurumlarından bir tanesi. Çok tecrübeli, çok kıymetli bir kültür adamı, devlet adamı. Дюсен Касиинов – опытный государственный служащий, дипломат, талантливый музыкант. Его вклад в общее дело укрепления репутации и авторитета Тюрксой неоценим. Дюсен Касиинов – деятель культуры, болеющий душой за свою работу, а Тюрксой можно назвать ЮНЕСКО для тюркского мира. Он лично принимает участие в организации всех культурных мероприятий, организованных в странах Европы. На них присутствуют первые руководители, министры этих государств. Он – дипломат высшего ранга, пользуется заслуженным доверием и авторитетом. Я хочу выразить благодарность Дюсену Курабаевичу за проделанную работу в деле объединения тюркских государств. Daimi elçi olarak, büyük elçi olarak görevlendirildi. Я специально создал 3 коллектива в 3 направлениях, чтобы не подумали, что мы только музыкантскими делами занимаемся, потому что сразу оговорюсь, что и художественные выставки, и встречи художников у нас ежегодно в нескольких местах проходят. У нас фотохудожники тоже собираются для того, чтобы рекламировать значит, наши страны. У нас много конференций мы проводим, мы великих деятелей литературы и искусства года объявляем и так далее, и так далее. А вот 3 коллектива, которые мы создали, репертуар наш составляется в основном из произведений композиторов тюркского мира. В первую очередь для того, чтобы музыканты знали эту музыку. Вторую, чтобы уже они донесли в одном концерте произведения сразу 5-6 государств, представителей наших стран. И для этого хор есть у нас, для этого есть камерный оркестр, мы собирали и симфонический оркестр, и вот основа их репертуара. А кто кроме нас это будет делать? Вы где-нибудь видели, чтобы в Венесуэле или в Германии или в Америке кто-то вот думал о том, как бы сегодня познакомить публику с казахским или киргизским произведением. Если мы не будем предлагать, если мы не будем продвигать, никто этому сам не придет. Ну и, конечно, и произведения должны быть написаны для того, чтобы заинтересовать исполнителей. Опера Биржан Сара, Турции. Никогда не было, что в репертуаре оперного театра был спектакль казахский, а он в Турции. Это впервые. Самое главное на языке тюрков звучит, на турецком. А вы знаете, как на турецком красиво звучит? И они в репертуаре. Это самый лучший спектакль тюркских стран. Алпамыс Батыр, Азербайджане. У меня был фестиваль в Павлодаре. Мы ставили Хамарсулу. А теперь что он делает? Приглашает всех симфонических оркестров казахских областей по всей Турции. Оркестр Хурмангазы, Таттымбет, симфонический оркестр. Он показал миру, что из Казахстана. Это глобальная работа. Мне повезло в этой. У меня была честь побыть вместе с ним, поработать. Үлкен Азамат,
досымен ісі бірге. Қазақ елінің досы болған. Он стал другом всей тюркских стран, всего мира. И вот эта чистота, порядочность мы должны беречь. Дюсен Курабаевич – это человек, который никогда не опускал знамя культуры, никогда не прогибался ни под трудностями, ни под какими-то бюрократическими, чиновничьими делами. Человек, который шел наперекор всему. Нет в мире организации такой, как Тюрксой, которая бы в плане культуры, в плане сохранения традиций народных несла бы это дальше и показывала бы миру, насколько она древняя, насколько она действительно богатая во всех проявлениях. И опять же это все благодаря Дюсену Курабаевичу. И вот те годы, которые он возглавлял и возглавляет Тюрксой, показали, что, безусловно, в культурном плане нам разъединяться нельзя. 5 лет назад мы здесь, в Турции и, конечно, в Анкаре, праздновали 200-летие Таттымбета. Приехал оркестр Таттымбета, солисты, приехали музыканты из других городов. И вот мы совместно подгадали именно к турне оркестра Таттымбета, мы подгадали решение местных властей о том, что мы откроем парк. И, конечно же, заранее планировали, что уже будучи парком Таттымбета, он должен иметь и здесь свой памятник. Работа сейчас над этим началась. С Муратом Мансуровым мы уже до этого сюда приезжали. Вот это место уже с местными архитекторами тоже обговорили. Ну, надеюсь, к концу этого года нам удастся это сделать. Все дети, а сегодня все внуки занимаются музыкой. И вот две взрослые от моей дочери Динары вот в этом году закончили в Граце музыкальную академию. Одна по классу альта, Алия, и Амина по классу фортепиано. Амина продолжит еще мастера в Венской академии музыки. Вот. Ну, даже те, кто не в профессиональных музыкальных учебниках занимается, у меня мой внук Николас в Лос-Анджелесе, он физик, закончил Колумбийский университет, но как пианист он играет на уровне профессионалов. Не обязательно, чтобы все стали музыкантами, но музыку должны любить все, и по возможности овладеть одним музыкальным инструментом должны все. Дюсен Касиинов всегда в работе и неустанном творческом поиске. С энтузиазмом продолжает претворять в жизнь масштабные проекты и преданно служит искусству. Мы говорим, нам надо воспитать хороших музыкантов, правильно? И не только для того, чтобы они могли удовлетворить потребности нашего внутреннего рынка. Мы же радуемся, когда наши музыканты выходят на международную арену. То есть могут иногда поначалу не запомнить фамилию, да? Но когда они услышат великолепное исполнение нашей музыки, они уже, это первая ступень к знакомству с нашим народом, с тем, чем живет наш народ, каким богатством он обладает. И, конечно, когда я сейчас говорю про классическую музыку, у нас есть музыканты международного уровня, но этого еще недостаточно, чтобы полностью охватить, чтобы действительно мир узнал казахский народ как музыкальный народ, чтобы он встал в один ряд с музыкальными народами мира.
У нас настолько богатое наследие, у нас такая музыка народная, песни, инструментальная музыка. Наши кюи, это каждый отдельный кюи, это уже симфония. Наши отдельные песни, это уже ария для оперы. Они, кстати, они использовались в свое время буквально в целом виде как арии. Так вот, я говорю, казахская музыка еще породит своих гениальных еще композиторов. Это впереди. Я в это верю. Bu genç yaşta kendimi inan haber edemem. Ah eylemem, eylemem, vallahi eylemem. Bu genç yaşta kendimi inan haber edemem. Сотрудники Центра обучения турецкому языку, который существует в Кыргызстане с 1996 года, с уважением и почтением встретили 16 новых учителей турецкого языка, приехавших из Турции, у подножья гор Алато. Приятная погода в этот день позволила сотрудникам ТОМЭР расслабиться и насладиться чарующей и красивой природой Кыргызстана, а также направить послание дружбы, братства и солидарности тюркскому миру и Турции. Советник по образованию посольства Турции в Бишкеке Харун Карджи, директор ТОМЭР Али Кылыч, заместители директора учебного заведения и учителя получили удовольствие от отдыха. Они от души веселились, пели турецкие и кыргызские песни, читали стихи и играли халай. Съемочная группа программы «Мост дружбы» телеканала «Пирамида» стала свидетелем этого красочного мероприятия. Приветствуя новых учителей, директор ТОМЭР Али Кылыч передал тюркскому миру свои наилучшие пожелания из Кыргызстана, конечно, посредством программы «Мост дружбы». Один из преподавателей ТОМЭР пожелал, чтобы кыргызско-турецкое братство и дружба длились вечно. Елис Кая говорит, что она в Кыргызстане работает уже много лет. Я горжусь тем, что работаю здесь. Я очень счастлив преподавать турецкий язык своим кыргызским братьям и сестрам. Мне это очень нравится. Вместе с нашими новыми учителями мы еще больше укрепим кыргызско-турецкую дружбу и продолжим наше достойное служение Кыргызстану. Я уже более месяца в Кыргызстане. Я никогда не чувствовал себя чужим, как будто я родился и вырос здесь. Природа, люди, обычаи одинаковые. Bir ay oldu buraya geleli fakat bir aydır biz Kırgızistan'da Oş, Celabat buraları gezdik ve en son işte şu an burada Bişkek'teyiz. Şu an Tanrı Dağları'nın. Я тоже уже месяц в Кыргызстане. Был в городах Ош и Джалалабад. Сейчас мы у подножья горы Тенгри в Бишкеке. Я живу тоской по очаровательной природе Кыргызстана, о которой я много лет читал в книгах и смотрел по телевизору. Я поддерживаю связь с нашими кыргызскими друзьями с того дня, как приехал сюда. Встречаемся, делимся. Я не могу скрыть своего волнения. 5 sene içerisinde Kırgızistan'da bulunmaktan çok memnunum. İlk geldiğimiz zaman farklı duygularla gelmiştik. Farklı bir kültür, farklı bir ülke. Uyum sağlar mıyız acaba diye. Acabalar vardı, keşkeler vardı. Ama 5 sene çok çabuk geçti. Я 5-й год здесь. Мне было особенно приятно преподавать турецкий язык нашим посетителям с большим энтузиазмом. Я побывал во многих местах Кыргызстана. Природа нашей Турции подобна природе Кыргызстана. Люди такие же. В конце концов, мы братья, и наши предки переехали отсюда в Анталию. Когда я впервые приехал сюда, мне было интересно, привыкнем ли мы к этому месту, как мы будем общаться с местными жителями. Или у нас не получится, и мы решим вернуться обратно. Я никогда не чувствовал, как быстро прошли эти 5 лет работы.
Вот, как единая семья, члены ТОМЭР отправляем в наши страны послание дружбы, единства и братства из замечательных мест природы Кыргызстана. И мы еще раз показываем, что никакая сила не может отделить нас друг от друга. Мы связаны очень плотно. Большое вам спасибо за то, что наш голос и сообщения можно передать через вашу программу. В течение 5 лет, находясь здесь, вы изучали кыргызский язык. Как вы находите общий язык здесь, в Кыргызстане? Да, конечно, задавайте вопросы, я отвечу. Kardeşlerimize tavsiye eder misiniz? Biz bir tuganımız. Burada Türkiye'deki bütün arkadaşlara sesleniyorum. Özellikle öğretmenler arkadaşlara sesleniyorum. Я обращаюсь к своим коллегам-преподавателям в Турции. Когда у вас будет возможность, приезжайте в Кыргызстан работать. Не упускайте эту возможность. Здесь вы получите как духовное, так и моральное удовольствие. Biz Kırgızistan'dan Can Türkiye'mize kucak dolusu sevgiler. Nazlı yardan bana bir haber geldi. Eğer doğru ise bütün beni. Dediler ki yarim ya eller aldı. Ölmeden önce geçer. Seher yıldızı ayırdı bizi, perişan eyledi güzel dost hepimizi. Seher yıldızı ayırdı bizi, perişan eyledi güzel can hepimizi. Kırgızistan Bişkek'ten Türkiye'ye kucak dolusu selamlar. Şu anda Bişkek'teyiz. Tömer olarak Пить самоварный чай на лоне природы – особое удовольствие. Abla, bugün Kırgızistan'dayız. Kırgızistan dağlarındayız. Nereden geldin? Türkiye'nin neresinden geldin? Давайте познакомимся с вами. Вы откуда? Я из Диярбакыра. Разницу чувствуете с вашим краем? Да, конечно, я нахожусь в Кыргызстане, самой красивой, очаровательной, нетронутой и естественной красоте Средней Азии. И я не жалею, что приехал сюда и служу братскому Кыргызстану. Как известно, Диярбакыр – очень жаркое место, а здесь весьма холодно, особенно зимой, но несмотря на это, люди очень теплые. К сожалению, мои 5 лет работы подходят к концу, я скоро уеду с хорошими впечатлениями. Было для вас здесь что-то странное? Было. Больше всего меня интересовала привычка клиентов брать с собой остатки еды в столовой, кафе и ресторане. В ваших краях такого нет? Нет. А что же общего здесь? Наши культуры, гостеприимство, кухня. Çok fazla yer görmedim. Çok fazla insanları tanımadım. Я приехал в Кыргызстан с семьей месяц назад. Я сразу увидел, что кыргызы нам очень близкие люди. Конечно, нам с первых же дней понравилась страна. Люди очень гостеприимные и веселые. Везде нас встречают как родных. Я из Испарты, Турция. Природа тоже схожая. У нас также прохладный край. Я присоединяюсь к мнению супруга. Если позволите, я для вас прочитаю стихи. Hiç kimse aramasa, sormasa beni, sen gelsen yeter. Huzur, ellerinin güzelliğidir. Gözlerin karşımda mutluluk denizi. Her sabah soframızda ekmeğimizi, sen bölsen yeter. Salamatsızbı, benim adım Yeliz Kaya. Ben Türk Dili Öğreti Borboru Mugallimi. 5 yıldan burun Bulcak'tamın.
Geldim, gördüm, kördüm. Men bulcakı ayabay jakşı körüm. Çoğun dostlarım var. Dostlarımın bağırı jakşı kişiler boldu. Tömer'deki mugallimler jakşı. Benim studentlerim ayabay jakşı kişiler. Men onları aları süyüm. Keliniz, Türkse'ye barınız, menin eşiğim bağrına açık. Gelsinler, görsünler. Benim mihmanım bolsunlar. Benim konuğum bolsunlar. Bizden dostu bu cıl bitbeyt. Her daim var olsunlar. Hürriyem, afiyet olsun. Teşekkür ederim. Buyurun. О цели дня заместитель директора Томер Филис Ханым рассказала следующее. Как известно, учителя Томера все из Турции. Сегодня их первый пикник на природе Кыргызстана. Мы решили, что поприветствовать их на природе и передать послание единства и дружбы замечательно. Большое спасибо руководству телеканала «Пирамида» за то, что телезрители могут благодаря вам познакомиться с нами. Для нас это очень важно. Я уже 4 года работаю учителем турецкого языка в Кыргызстане. Я постоянно открывала для себя всю красоту и неповторимость этой природы. Я очень привыкла к Кыргызстану. Мне очень жаль, что мой срок подходит к концу. Ведь сейчас мы стали более близки друг к другу. Мы друзья, поверьте, я не хочу задерживаться надолго, когда поеду в Турцию. И буду считать дни до скорого возвращения в Кыргызстан. Я знаю, что буду скучать по этим местам, людям, по своим друзьям. Когда я впервые приехал в Кыргызстан, я был очень удивлен, как с этой страной похожа моя родина на Токату. Те, кто был в Токате, знают, что местность там тоже горная, с чистой водой и воздухом. Я не скучаю в Кыргызстане. Может, меня привлекла природа, люди. Даже воздух, который я вдыхал, пах, как воздух моего Токата. Мои сыновья и мама также были в Кыргызстане. Они уже соскучились по этим местам. Недавно я разговаривал со своими родственниками в Турции. Когда я поеду на родину, они попросили меня привезти горсть чистой земли с гор Алато. Хочу отметить, что родственник по имени Мустафа попросил привезти ему горсть земли из страны, которую он не посещал, Кыргызстан. Я выполнил его просьбу, спустился к реке и взял немного земли, смешанной с небольшими камнями. Это проявление любви и стремления к родине, земле и людям. Филис Ханым, давайте немного поговорим о кыргызской кухне. Вы пробовали ее? Конечно, мне очень понравились бурсоки. В Турции они большие, и мы называем их биши. Здесь бурсок с каймаком едят. У нас этого нет. Я решил, когда буду готовить биши, обязательно рядом поставлю каймак или сметану. Türkiye'de nasıl bakıyorlar buna? Türkiye'de geleneksel olarak yemiyorlar. Çünkü в Кыргызстане едят конину. Вы ее пробовали? В Турции не кушают конину. Такого обычая нет. Но я здесь попробовала. Мне очень понравилось. Несколько слов хочу сказать о дружбе и поделиться с вами. На свете не так много вещей, которые являются вечными, ведь золото, драгоценные украшения, изысканная одежда, дорогие автомобили и дома – все это ценности ложные, временные. Со временем они обесцениваются, ломаются, портятся, перестают быть модными, а вот среди вечных истинных ценностей можно назвать дружбу. Для меня дружба – это прежде всего ощущение поддержки близкого человека и твердая уверенность в том, что он придет на помощь в трудную минуту. Конечно, я очень не хочу, чтобы были трудные минуты, но надо не забывать друг друга. Кыргызы здесь нас обняли, они не поделили нас на своих и чужих, они относились к нам с уважением и искренностью, и мы также относились к ним. Когда мы уедем, мне будет очень тяжело, но я не забуду эти места, моих кыргызских друзей. Beyaz giyime söz olur, siyah giyime söz olur.
Gel beraber gezelim, muradımız tez olur. Salına da gel, haydi yavrum dön dolaş yine bana gel. Gel beraber gezelim, muradımız tez olur. Salına da gel, haydi yavrum dön dolaş yine bana gel. Сегодня день, когда можно по-настоящему радоваться и гордиться. Мы были счастливы, что собрались вместе всей нашей командой. Мы также раздали первые сертификаты новым носителям турецкого языка. Надеюсь, что наши новые учителя скоро привыкнут и примут Кыргызстан как свою родину. У них будет много друзей. Главное, что мы, учителя, своей деятельностью стремимся и дальше развивать и укреплять мосты дружбы и братства между Турцией и Кыргызстаном, потому что Кыргызстан – самая священная и родная страна для каждого турка. Своими впечатлениями, добрыми словами поделился и Мустафа Булут. Всей семьей, а это примерно 40 учителей, участники встречи продемонстрировали любящее семейное единство у подножья гор Алато. Действительно, мы еще раз убедились в необходимости таких мероприятий. Мы поели, повеселились и вблизи узнали друг друга. В общем, мы были довольны очаровательной природой Кыргызстана. Я также очень полюбил Кыргызстан. Мы так привязаны к этой дружественной братской стране, что я не хочу уезжать даже после истечения срока моих полномочий здесь. У меня 2 дочери. Когда мы едем в отпуск в Турцию, они говорят, что мы никуда не хотим. Или как только уезжаем, они говорят, чтобы мы вернулись в Кыргызстан. Вот что я хотел сказать. Хочу передать привет и уважение всем с подножья гор Алато. В качестве советника по образованию посольства Турции в Кыргызстане я посетил мероприятие, организованное Томером, в качестве гостя. В самом деле, я ясно почувствовал, что пандемия последних лет заставила людей разойтись по домам и отдалиться на работе. Как все счастливы быть вместе. Итак, желание быть единым, быть равным, получать удовольствие на земле предков в Кыргызстане не стало меньше. Принимая во внимание растущую потребность граждан Кыргызстана в изучении турецкого языка, число обучающихся пополнилось 16 новыми учителями, присланными Министерством национального образования Турции. Я думаю, что больше не будет нехватки учителей на курсах турецкого языка. Желаю успехов нашим новым учителям и новым друзьям. В продолжение этого мероприятия мы, как ведущие и авторы программы «Мост дружбы», хотели также сказать свое мнение. Прежде всего, по нашему предложению, сотрудники Томера вместе организовали пикник дружбы, воспользовавшись относительно приятной погодой у подножья гор Алато в 30 километрах от столицы Кыргызстана. Участники пикника дружбы остались очень довольны мероприятием. Ели, пили, танцевали, читали стихи в солнечную погоду в течение 4-5 часов. Нам также понравилось наше мероприятие с хорошим настроением. Мы призываем всех, вне зависимости от места работы, объединяться, общаться, строить искренние дружеские отношения. Конечно, сегодняшнее событие на лоне природы в очередной раз показало, что нужно чаще организовывать такие встречи. К сожалению, из-за пандемии люди не могут этого сделать. Но мы надеемся, что потрясший мир коронавирус исчезнет и жизнь вернется в нормальное русло. Тут очень красивые гора, большие, окружают нас. Это природа, тут чистый воздух. Речка кристальная, хорошая. Я люблю Кыргызстан, потому что это моя родина, и плюс тут очень много растений, много гор. Эти горы окружают весь мир, в котором мы живем. Can düğünümdü sana arnadım canım, canımdın cırhalı özümsün. Aksüyümdü sana arnayımın canım, gelsinçi sağınmay özümdün. Sağınıp sağınıçtan men kursağa batam, canım de fayda.
kandan tacabay Ensem senin özündü Körgüm gelet gözündü Canlı kıynap çalgızda tatlı sağlık Canımda dursançı caydarı canım Açılıp gönlüm kubanar Nazlanasın berimin köyüm canım Aşığım arnaymın özündü Sağınıp sağınıçtan men kursağa batamın Canım